Приветствуем вас, дорогие наши зрители, подписчики портала «Питер Татар». Я Катифа Гайнединова. Сегодня с вами, как обычно, в 15 часов плюс-минус 10 минут в прямом эфире, 15 часов по Москве, на портале «Питер Татар», на YouTube-канале «Питер Татар». Сегодня у нас эфир заявлен со спикером Русланом Айсиным. И так случилось, что начиная с 2020 года и по сей день те ситуации жизненные, которые происходят у нас, у наших родных, у наших друзей, у близких, в целом по миру, они стали серьезным образом трансформировать и нас, и наши жизни. Вот эта мелодия, которая сейчас прозвучала, конечно, качество это такое, как бы получается, домашнее видео, но мне хотелось, чтобы вы мелодику послушали, она немножко такая минорная. Дело в том, что на день рождения этот же автор, это Евгений Козенков, друг нашей семьи, сделал такую композицию, как подарок на день рождения. И тогда, еще 8 августа, я это слушала, у меня были определенные намерения, ожидания на предстоящий год моей жизни. А потом в декабре я столкнулась с ситуацией, которая изменила мою сегодняшнюю жизнь, утрата мамы. А в январе покинула этот мир моя нанейка, тоже бабуля, на 93-м году жизни. И это очень сильно, конечно же, трансформировало меня. И сегодня Руслан Айсин не с нами, как раз по причине тоже утраты из своих родственников. Он будет там, извинялся и сказал о том, что в следующее воскресенье мы проведем эфир с ним, а сегодня наш эфир составит очень близкий для меня человек, и когда я обратилась сегодня, буквально за 2 часа до эфира, с пожеланием, просьбой поддержать сегодняшний эфир, пообщаться со нами, со мной, она сразу согласилась, несмотря на то, что тоже свои дела, но это определенным образом проиллюстрировало, некий такой дал срез о том, что наша татарская семья, наша община, она плечо к плечу и в радости, и в печали, и когда вот такие происходят драматические ситуации, мы рядом, мы поддерживаем. И я знаю, что наш сегодняшний герой эфира, она бы никогда просто так не пришла бы, как это обычно бывает, потому что человек очень скромный, она к тому же еще и а, очень профессионально, у нее яркая жизнь, много интересных проектов, и плюс, конечно же, даже не плюс, это основа, она мама 4 прекрасных детей. Поэтому я хочу ее представить. Это Юлия Азифовна Насреддинова. Для меня она Юленька, Юленька Ханум. Она является продюсером службы визуальных проектов «Россия сегодня», это РИА Новости ранее. И мы с ней встречались накануне спектакля, для которого она приехала в Санкт-Петербург. Это спектакль «Олив». Благодаря именно Юле я оказалась на этом спектакле. И в целом есть такие люди в нашей жизни, они где-то так близко к сердцу, в тылах, когда мы развиваемся, познаем свою традицию, свою культуру. В частности, вот я для себя, раскрывая горизонты татарской культуры, благодаря Юле очень многое тоже познавала, узнавала, и я рада, что сегодня она нашла время для нашего общения, потому что именно как коллега, она начинала свой путь еще 20 лет назад, почти 20 лет назад, была руководителем татарской телепередачи в Екатеринбурге «Минем Илэм». Именно она брала интересные, яркие интервью, они выходили на телепередачи у Хани Фархи, соответственно, и Хама Шауирова, и Хамдины Тимиргалиевой. Вот понимаете, 20 лет назад для меня, для Катифы, эти имена, ну, я ничего не знала. Про них у меня была своя орбита, своя жизнь. Сегодня так получился сюжет уже на данную секунду, минуту, что я уже зная, кто это, кто-то тоже из них покинул этот мир. Благодаря Юле начинаю воспроизводить вот эти пробелы нашей тоже татарской культуры, там, эстрадной культуры, классическая музыка. И она не единственная, конечно же, кто мне помогает в этом пути, но именно сегодня она с нами. Поэтому
Юлия Ханум, я приглашаю вас к эфиру, и наш сегодняшний диалог – это не лекция, это не какие-то там яркие, будем говорить, заголовки о том, что вот наше настоящее будущее о татарах, как это говорят социологи и политологи. Я бы хотела выразить дань уважения к тем людям, которые в тылах делают свою, это даже не работа, они идут тоже по зову сердца. И сегодня есть такая возможность пообщаться и вспомнить тех людей, с которыми непосредственно лично Юлия общалась, чтобы мы почтили память тем, кто тоже составлял нашу татарскую культуру, являлся ярким его представителем, и поговорить о той пассионарности, потому что, будучи наполовину русской, я занимаюсь проектами, не связанными с кокошниками, в ополе березка стояла, хотя это во мне тоже есть. Вот что-то движет мной, какая-то невидимая сила, которая меня направляет в сторону именно развития себя и нашей большой татарской семьи здесь, на пространствах интернета. Вот такое вступление, поэтому приглашаю к беседе Юлию Азифовну Насрединову. Юлия, исами сез хабикел. Латифа ханым, хайырлы көннәр, тамашчылар, хөрмәтле тамашчылар, хайырлы көннәр. Надеюсь, я со своей стороны хочу принести свои соболезнования, Катя, потому что, ну, я тоже даже не знала, да, о том, что вот у тебя, к сожалению, такое произошло. Но, опять же, название нашей сегодняшней встречи – это Ешаргакиряк. Надо двигаться дальше, надо идти вперед, надо жить, находить где-то силы. Вот, поэтому, насколько я могу, сегодня я поддержу тебя. Я благодарю за вот это вот как раз такое чувство плеча, как в семье. И для меня сегодняшний эфир, он еще имеет такую сакральную составляющую, потому что всегда же можно сказать, переносим, да, эфир не состоится, потому что реально существует уважительно на то причина. Но когда ты сказала, что ты будешь сегодня, я сказала, вот оно, ради чего существует и портал Питер Татар, и не только наш портал на альтруизме практически, ради чего мы верстаем каждую неделю афиши, придумываем концептуально какие-то моменты. А когда ты приехала на спектакль, и, во-первых, мы с тобой списались, ты уточнила, что я уже в Санкт-Петербурге живу, и я тебя встретила с дочкой своей замечательной, старшей, и для меня это открылся отдельный мир, то есть, получается, как бы ты какими-то фрагментами погружаешься, да, а тут вот ты раз, и мне такую лекцию провела про этот спектакль, про режиссера, что ты давно искала возможности посетить, и я сейчас рассказываю, у меня аж мурашки по спине, потому что это яркая вспышка, это вот просто впечаталось в сердце, и это на всю жизнь, потому что, ну, как бы тот материал, который я благодаря именно тебе, ты стала проводником, причиной оказалась на этом спектакле, ну, мне отрадно, что я хоть маленькую частичку, но внесла вот в это слово. Давай, может быть, как раз и поговорим чуть-чуть про то, что все меняется в динамике, люди уходят, но люди и рождаются. Также и алфавит татарский, он претерпел очень серьезные реформы. И вот эта трансформация с арабской письменностью, да, потеря букв, вот твое впечатление вот по тому спектаклю и, ну, и в принципе в целом вот как ты видишь на сегодняшний день состояние нашей татарской семьи и ее ярких представителей? Спасибо большое. По поводу «Алиф». Это творческая группа «Алиф», за которой я слежу уже вот, ну, порядка там 2-3 лет, и очень давно хотела побывать на их спектакле «Алиф». Там один танцовщик, который танцует на песке, несколько музыкантов, среди них музыканты, которые играют на старинных инструментах, и музыканты, которые поют. Вот они извлекают буквы старо-татарского алфавита, да, а вообще, если по-хорошему, это арабские буквы, и танцовщик на песке воспроизводит их. И перед спектаклем обычно выходит режиссер и объясняет суть. И больше ничего не нужно. То есть ты сидишь настолько погруженный в этот спектакль и не понимаешь,
как это все действует, на какие внутренние струны души, потому что у тебя начинают литься слезы, и при этом не только у меня, да, и не только у татар, которые приходили на спектакль. Мы с тобой были свидетелями, что там сидели и иностранцы в том числе, и даже они прониклись. То есть никто не хотел уходить после спектакля, не обняв, не пожав руку этим замечательным актерам. Они большие молодцы, они сами работают, сами ребята из Казани. Сейчас, кстати, вот я ездила в ноябре в небольшой отпуск в Казань и сходила еще на один их спектакль «Мон». Я даже не знаю, как правильно перевести это слово на русский язык. «Мон». И таким же образом сами герои тоже не могли русскому человеку объяснить, что такое «мон». Вот пишут они музыку и говорят, а татарин говорит «йок», «мон йок». А русский человек не понимает, ну что же такое «мон», где его взять? Переписывает текст, переписывает музыку. И снова татарин говорит «йок», не пойдет, нет вот этого «мон». То есть это что-то такое необъяснимое, то ли и не вдохновение, потому что вдохновение – это ильхам. Ну, в общем, каждый, я думаю, найдет для себя свое объяснение этого слова «мон». Вот когда есть вот этот «мон», то у тебя все получается, это все льется из тебя, это всех вдохновляет, это всем нравится, все проникаются твоим творчеством. Ребята, кстати, сейчас обосновались в замечательном месте, в Казани. Наконец-то за работу открылась Татарстанская национальная библиотека. Они переехали в новое здание. Если кто знает хорошо Казань, то это бывшее здание НКЦ, Национально-культурного центра. И сейчас полностью в этом здании находится библиотека Татарстана. Современная, ультрасовременная, очень стильная, там такой сделали хороший ремонт, там настолько приятно находиться, там современные кафе, современная читальня, отдельный блок для детей, отдельный блок для взрослых, подростков, и это правда очень здорово, и я очень этому обрадовалась, безусловно, и там же есть у них и актовый зал для выступлений, и своя творческая студия, как раз-таки вот эти ребята из «Алиф», там что-то придумывают, там репетируют, и туда же приходят к ним на спектакли зрители, простите, я все опять к телевидению. Да, кто-то уходит, кто-то приходит, и настолько отрадно, что появляются настолько талантливые, настолько болеющие, да, за свою татарскость, что ли, люди, и которые продвигают эти идеи, может быть, даже воскрешают в какой-то степени, потому что, в принципе, единицы среди нас сегодня могут вообще прочитать ту же старотатарскую речь, старотатарские письма. Я вот не знаю, мои прадедушки, прабабушки, я уже никогда не смогу, наверное, да, прочитать, вот что же они писали, что же они думали, на каком языке они говорили, потому что трансформация языка, там перевод сначала на латиницу, потом на кириллицу, конечно, очень многое мы утратили с точки зрения и истории, и культуры, языка, ну, с этим уже ничего не поделаешь, но в этой же библиотеке, например, устраивают такие интересные дни и вечера, когда знатоков старотатарской речи приглашают прийти, ознакомиться с письмами, например, шакирдов, либо каких-то там других людей, историков там и так далее, вот с их письмами, мало того, что это все прочитать, но еще и перевести. То есть, представляете, это все делается для того, чтобы мы начали понимать, как же тогда говорили, во-первых, наши предки, о чем они думали, что у них было на душе, каким языком они это все трансформировали, да, вот как они это все записывали. В общем, они большие молодцы.
В этом отношении Казань развивается, но был большой минус, так как я давно уже не была в Казани, лет 10, и, к сожалению, на улицах я не услышала ни разу татарской речи. И меня это вот немножко огорчило. Дело в том, что когда мы встретились с тобой, да, вот в Санкт-Петербурге, ты же была со старшей дочкой, вот как ты видишь ее реакции, ее впечатления, потому что как раз вот эта эстафета, вот эта, да, вот преемственность, получается, в воспитательный момент, да, и вот она рядом с тобой тоже смотрит эту постановку. Я вас заметила по Фейсбуку, по Инстаграм, что ты в этом плане очень много прилагаешь усилий таких воспитательных, материнских, они у тебя комплексно развиваются, и музыкой занимаешься, постоянно какие-то выставки. Вот по поводу спектакля «Алиф», как твоя дочка вот, старшенькая, что она потом тебе говорила, ее впечатление? Ну, Ей сколько лет, да, Валере сейчас? Мгм. 24 года, она уже Да. окончила университет, да, она уже работает, и вот сейчас как раз она с младшими своими сестренками находится в Москве на спектакле «Питер Пен» в театре Вахтангова, то есть и правда, насколько я могу, я пытаюсь развивать их разносторонне. Они у меня и музыкой занимаются, вот и старшая, и дочь, и сын старший, они уже окончили музыкальную школу. Джамиля в этом году заканчивает, Мгм. и Камиля, она еще учится по классу скрипки, ну, она еще маленькая, вот. Не Мгм. просто это все, ну, а в плане татарской темы, когда приезжает в Москву, например, ансамбль песни и танцы Республики Татарстан, я всегда стараюсь сходить, и вот мы как раз-таки осенью с Джамилей сходили на их концерт. Тогда вот как раз-таки открыли этот карантин буквально на 2 месяца, и мы успели туда вот в последний вагон, так скажем, заскочить, потому что крайне мало было билетов, нельзя было более 30, по-моему, процентов билетов продать, и но мы все-таки сумели попасть, и был замечательный, красивейший концерт. Первое отделение это были танцы, песни, а второе отделение, они впервые показали тогда это в Москве, это была инсценировка татарской купеческой жизни татар 19 века, и показывали свадебный обряд между казанскими татарами и сибирскими татарами. Это те костюмы, ни одной знакомой песни, хочу сказать, потому что это композиторы тоже поработали на славу, они восстановили все то и внедрили это вот все, музыку и песни 19 века вот в этот спектакль. Это было настолько потрясающе и вдохновляюще. У меня Джамиля, она подросток, да, и 13 лет, она достаточно так все воспринимает как колючка, вот, но она сказала: мама, как же это красиво, как же это здорово, и мама говорит: вот я теперь начинаю понимать и начинаю гордиться, говорит, тем, что я татарка, потому что, если честно сказать, мы же очень плохо знаем свою историю, в том числе из-за того, что язык утерян, да, и мы не можем, ну и мы нигде не проходим. Может быть, там в Татарстане где-то и проходит историю татар, да, историю мыслителей татарских, философов, да, религиоведов, поэтов и писателей, то основная часть России, там, где проживают, наверное, большая даже часть татар, мы этого ничего не знаем. То есть мы только сами лишь можем там что-то копать, что-то дознавать, узнавать. Мы как-то были в Турции в командировке, и когда мы прилетели, кстати, снимали мы борьбу куреш, соревнования по борьбе куреш, и там тоже были журналисты, которые, познакомившись с нами, решили взять у нас интервью, и вот когда они брали интервью, они сказали: да вы, татары, это же вот те самые, которые живут в России, вы хоть представляете, какие вы крутые? В смысле? Но вы, говорит, не имея, в принципе, своего государства, сумели сохранить и культуру, и традиции, и язык, и религию. Я говорю, ну, наверное, да, поскольку мы это пытаемся сохранить.
И после этого мне было жутко неловко, потому что он начал перечислять имена и фамилии выдающихся татарских мыслителей, которых мы, вот, ну, мягко скажем, я их в школе не проходила, а в Турции их изучают досконально, их труды изучают досконально. Да, это, ну, Гаяс Исхаки, Муса Бегиев, да, ну, тот же Гаспринский Исмаил, да, тот же Марджани, ну, в общем, можно долго-долго перечислять, но у нас здесь их знают не так много людей. И даже поэты и мыслители, которых проходят в школе, те же учащиеся, они знают только лишь их труды, вот какая-то проза, какие-то стихотворения, но они не знают, насколько глубокими философами, в том числе и в религии, они были. То есть эти труды у нас не изучаются. То есть на эту тему можно было бы говорить много и долго. Я тут совершенно тоже случайно, будучи в Казани в ноябре прошлого года, познакомилась в театре Галиаскара Камала на спектакле с замечательным молодым человеком. Я думаю, что вам тоже можно будет с ним взять интервью, и он сможет прочитать замечательную лекцию. Несмотря на всю его молодость, он настолько талантлив, настолько воодушевлен, он каллиграф, и он учится, то есть он очень много всего делает для татарской молодежи, зовут его Айзат Минхаджи, Айзат Мингазов, вот, и он учится в Стамбуле. Он учится в Стамбуле в университете, мы с ним очень долго проговорили, заметила я его в театре, потому что он был одет как городской татарин начала 20 века. Так как у меня уже есть какая-то насмотренность, я не могла оторвать от него взгляд, думаю, ну надо же, как это сегодня в 21 веке здорово смотрится, какой же он красавчик, как же он весь подтянут, то есть вот этот длинный камзол, тюбетейка красивая вышитая, там обувь с иголочки. И я не выдержала, вспомнила свою журналистскую наглость, думаю, так, но все равно я к нему подойду и познакомились. Ну, так мы познакомились, долго-долго общались, вот, и в итоге он тоже признался, что уехал в Стамбул в первую очередь для того, чтобы более глубоко изучить труды мыслителей и философов татар, потому что у нас в России это не преподают, и настолько глубоко это изучить очень сложно. Вот, и при этом говорят, что у них есть отдельный предмет, вот не буду врать, потому что не помню, как он его назвал, но преподаватель каждый раз делает акцент, что вот именно татары очень много всего сделали для развития религиозной мысли, да, для продвижения вперед, в общем, очень много приятных вещей, они там говорят именно о нас. А мы здесь, живя, вот я даже по детям смотрю, порой просто стесняемся, что кто вот мы такие, потому что, например, у меня дети могут и в школе услышать такое, что даже от учителей, мы что, татары, что ли, чтобы вот так вот там себя вести? Или мы что, там не русские? Ну, как бы я понимаю, что это распространяется абсолютно на любой, да, вот этнос другой, но, к сожалению, вот бывает очень обидно. И обиднее всего за наших, за своих, потому что мы ведь и правда ничего не знаем, и нам даже ответить нечего. Ну, да. Да. Вот. Вот получается, мы как будто заходим на территорию и начинаем, как археологи, да, вот поднимать один слой, другой слой, копать, а казалось бы, вот в Стамбуле там целая методология существует, преподают, и об этом мы узнаем вот тоже вот в таких вот интересных сюжетах, как ты рассказала, будучи на спектакле, увидела, приметила, то есть человек настолько вот несет всю вот эту информацию, все эти национальные коды, ДНК. А вот твое мнение относительно того, что вот, например, вот такие представители, как я, не зная татарский язык, да, обладая такой вот, будем говорить, корневой системой и русской, и татарской, как однажды мне сказали, а как вы себя чувствуете, татарка или русская? Эчпочмак или там? Вот много ли среди твоего окружения? Потому что когда тебя слушаю и
понимая, что я бы тебя и дальше слушала, тебе, ну, как бы, собственно, лекции читать и так далее. Ну, то есть твой кругозор, и, соответственно, и в твоей орбите такие же, как и я. Вот как ты можешь охарактеризовать, что это феномен, не феномен, зов крови? Как ты это видишь со Но, своей стороны? Катифа Ханом, вообще я просто восхищаюсь тобой, и я тебя очень хорошо понимаю, потому что я тоже выросла только среди русских, да, я выросла, у меня все друзья практически были русские, и сейчас тоже их очень много, все мои коллеги русские. Татарский язык, вот бытовой татарский язык, я его выучила только благодаря своим бабушкам и дедушкам. Меня каждый год родители отправляли в Башкирию, в татарскую деревню, и там никто не говорил по-русски. И если я говорила по-русски, мне говорили «маржа», типа своего не знает, совсем обрусела, вот, и делали вид, что они меня совершенно не понимают, поэтому волей-неволей мне приходилось изучать татарский язык и со всеми общаться на татарском, тем более общаться я люблю, и мне это вообще не хватало, естественно, я знаю язык. Но вот по поводу тебя сейчас, да, ну, вернее, себя и тебя. Когда мне предложили, я еще будучи студенткой, возглавить татарскую телепередачу в Екатеринбурге, я вот, представляешь, какая дерзкая и наглая. Сейчас бы я в жизни никогда на это не согласилась. А тогда я говорю, ну, конечно, я это могу. И вот тут я окунаюсь в эту татарскую уже жизнь, и я понимаю, что, я же никогда в жизни не училась в татарской школе, я никогда не изучала литературно-татарский язык, у меня даже были какие-то дурацкие ошибки, и мне пришлось наверстывать упущенное. Я это даже к чему говорю, вот по нашей теме, если есть интерес какой-то, да, то ты можешь вот что угодно преодолеть. И этот интерес, вот у меня тогда был, да, что мне необходимо было срочно изучить там и литературно-татарский язык, и там прочитать много разной литературы, общаться с многими людьми на татарском языке. Естественно, я наверстывала упущенное. Вот, и у тебя, наверное, сейчас такая же ситуация. И если бы у нас, у каждого из нас было что-то подобное именно вот в татарском направлении, да, чтобы был этот интерес, потому что, ну, давайте честно, у нас сейчас все меньше и меньше интереса, и так у нас в России как бы так, татарский язык не обязательно, зачем вам это все знать? Ну, то есть все равно идет очень сильная ассимиляция, да, давайте я так помягче уже буду говорить, да. Вот, и вот если мы не находим этого интереса, чтобы как-то возрождать этот и язык свой, и культуру, то да, мы ассимилируем. Но когда этот интерес есть, то да, можно все преграды преодолеть. Но этот интерес, наверное, нужно еще как-то, чтобы, может быть, или в Татарстане, или вот, ну, как-то на более высоком, на государственном уровне его поддерживать, потому что, ну, семья, да, семья, конечно, это главное. Как я вот тоже говорю, что я, насколько я могу, поддерживаю, там, объясняю детям, да, рассказываю разные истории, мы даже книжки, там, сказки на татарском языке читаем, вот, и там же есть буквы, которых нет в русском языке, и они, вот, ха-ха, как это смешно. Я говорю, а вот совсем не смешно, да, вот нужно просто правильно произнести и прочувствовать всю красоту этого слова, всю мягкость, вот послушайте, какой он лиричный, какой он певучий. Я слушаю тебя, ну, я думаю, как бы я радовалась, чтобы быть рядом с твоими детьми и быть на этих маленьких таких лекциях. Но Приезжай вот, в гости. да, ну, да, я тоже сюда зову. Да. Ну вот, да, здесь вот такой еще элемент. Я любуюсь на тебя, у тебя красивый вот этот узор, это вот серьги, брошь. Да, расскажи. Да, по мере возможности я стараюсь тоже поддерживать своих же,
да, и вот, и не то что поддерживать, даже продвигать это в массы, насколько это получается. Дело в том, что вот эти серьги, это натуральная замша и ручная работа, это татарский орнамент на современный лад, и брошь такая же. К сожалению, не нашла колфак, я не знаю, куда я его задевала. Вот это замечательные вещи изготавливает Алсу Мусавирова. Она есть в Инстаграме, талантливейшая, такая милая, настолько обаятельная девушка. Она ушла из преподавателей, она преподавала в колледже как раз-таки, по-моему, вот что-то связанное с татарским орнаментом. Она совсем ушла оттуда для того, чтобы вот создавать эту современную, эту татарскую красоту на современный лад и продвигать это в массы. У меня у всех моих русских уже подруг есть у кого-то серьги, у кого-то брошь, у кого-то пояс, у кого-то даже сумочка с вышивкой с татарской. Вот, и я каждый раз, когда либо они покупают, либо я дарю им, да, это все, они спрашивают: а вот расскажи. И вот я им, значит, рассказываю что-то там о татарах, и они говорят: ну какие же вы молодцы, как же вы все это вот бережете, храните. А я думаю, ну ведь это на самом деле не очень так, да, ну то есть мы вот стараемся, но не все получается так, как хотелось бы. И также у меня есть замечательный, хороший знакомый, его зовут Ильдар Мустафин, наверняка его многие знают, это художник, его выставки проходят и в Москве, я знаю, что он, по-моему, в Казани тоже выставлялся, и где-то за границей. Вот я у него тоже приобрела несколько работ, вот там на заднем фоне, просто в детской комнате, это работа тоже с татарскими мотивами. Это татарские ячейки с татарской вышивкой, и там живет ежик. Ну, то есть вот он там ежик, ну, то есть это как бы и татарское, и детское, вот это совмещенное в одной работе. Также я у него и другие работы покупала, которые связаны с религией. У меня есть замечательные его работы с мечетями. Он занимается в том числе и каллиграфией, и графикой, и является профессором университета в Москве имени Косыгина, вот, где дизайнеров выпускают, модельеров, насколько я знаю. Вот, так что, ну, по мере возможности, да, я стараюсь общаться и как-то поддерживать, насколько я могу. Вот могу рассказать еще про замечательного молодого историка, которого зовут Марат Сафаров, возможно, ты даже с ним знакома. Он совсем недавно, тоже слежу за ним, нам крайне редко удается встречаться, так как у него своя работа, он радиопередачу ведет и также занимается научной деятельностью. Вот совсем недавно у него вышла книга в соавторстве, вот не помню с кем в соавторстве, сейчас не буду врать, о касимовских татарах. Это такая очень глубокая книга со старинными фотографиями. Насколько я знаю, он как историк все это еще и собирает, все это коллекционирует. И тоже по мере возможности пытается это все вот донести людям, показать всю эту красоту, как жили татары, да, как они выглядели, как их воспринимали. Где-то я прочитала, что татар раньше воспринимали как купечество и духовенство. То есть не как вот сейчас мне иногда говорят, вот, а в Москве, значит, все татары были дворниками. Я говорю, да, ну, был, наверное, такой исторический, да, факт, что, но когда человек из деревни добирается до Москвы, но очень плохо говорит по-русски, ну, даже с его там знанием арабского, персидского и турецкого и так далее, он, скорее всего, будет вот кем-то. А потом любая работа в почете. Безусловно, да, это плотность, это трудолюбие. Конечно, конечно. Здесь вот еще такой момент по поводу развития, потому что вот Всемирный конгресс татар, который у нас, да, вот, ну, как бы тоже вот недавно его лидер приезжал, Василий
Каязович Шахразиев и в Доме национальности, он делал такой спич по поводу стратегии развития, да, татарского народа, вообще, в принципе, нашего этноса. Вот твое мнение, если вот, ну, как бы не брать вот этот документ, который, в принципе, выложен и на сайте у Конгресса, нужно ли делать отдельно какой-то вот такой вот модуль, да, образовательный, какой-то просветительский для таких детей, как я, например, да, вообще для такого поколения, где ребенок имеет такую союзную, да, сочетание там, не исключительно татарское, а вот там татарское, там, например, там, ну, русскую, там еще какую-то, да, вот надо ли это как-то вот этому отдельно уделять внимание? Твое мнение вот среди твоего окружения, такие как я, вот хотелось бы вот твое Ну, впечатление по этому поводу. а, я хочу сказать, что я с этим документом не знакома, я его не читала, не смотрела, но даже из того, что ты сейчас сказала, что бы ни делалось и сколько бы ни делалось, этого все равно мало. Ну, то есть все равно нужно как-то вот идти вперед. Конечно, там сидят очень умные люди, образованные, которые там знают, какую стратегию предложить, да, как идти вперед, как улучшить, ну, вот это вот Мгм. состояние, да, сегодня немножко такое, ну, что бы ни делалось, я бы все это поддержала, потому что все равно этого очень мало. Поэтому Мгм. если это будет, пусть это будет. Мгм. Все равно это какая-то помощь. Мгм. Ну вот по поводу твоей профессиональной уже деятельности, да, все-таки ты занимаешься российскими такими федеральными программами. Вот это же все равно погружение в какие-то, в том числе и этнографические, да, какие-то народные моменты, вот путешествия по работе, да, вот что ты можешь сказать с точки зрения, ну, когда вот панорама у тебя открывается и с другими народами, вот, мы татары, и как другие, те же чуваши и так далее. Вот помнишь, ты мне подарил альбом такой красивый? Я, к сожалению, сегодня у меня его нету, ну, как бы показать. Если у тебя Я есть, покажи. отправила тебе ссылку, прости, что я тебя Ага, перебила, я отправила тебе ссылку именно вот на материал по Оренбургскому пуховому платку. ага. Эту ссылку можно будет куда-нибудь разместить, и каждый желающий сможет посмотреть, почитать. Да, это действительно был наш большой мультимедийный проект, который называется «Россия. Территория настоящего». Мы путешествовали, ну, ездили, вернее, разрабатывали сначала темы, потом ездили по разным регионам России и Мгм. снимали что-то интересное, что-то касающееся там экономики, касающееся культуры, там, развития края, туризма и так далее. И после этого у нас была большая фотовыставка в музее в Москве. После этого мы запустили мультимедийный проект, который вот материал по Оренбургскому пуховому платку можно посмотреть. И завершился он замечательным фотоальбомом, который есть у тебя, который я тебе подарила. По поводу материала об Оренбургском пуховом платке. Так получилось, что моя свекровь в советские времена входила в 20-ку лучших вязальщиц, мастериц вот этого Оренбургского пухового платка. И мы с фотографом поехали прямо в Оренбургскую область зимой, как раз в то время, когда у них есть время, у мастериц есть время вычесывать, да, вот этих коз, там, вязать, петь песни и собираться вместе и так далее. Вот поехали в это время с фотографом, поселились в селе Татарский Саракташ прямо у моей свекрови. Вот, и это до сих пор гиперактивная женщина, дай бог ей здоровья, возила нас по разным, знакомила нас с разными как раз-таки мастерицами. Вот, и мы сумели снять и то, как они выращивают этих коз, и то, как они продают эти платки на рынке, и то, как они их вяжут по вечерам. И так как большинство из этих женщин были татарочками, мы снимали вот эту вот татарскую внутреннюю, так скажем, женскую, да, вот такую вот жизнь, потому что до сих пор там остались замечательные вечерние посиделки «Кищ-Утеру», когда женщины собираются в селе у какой-то одной хозяйки, которая ставит самовар, печет пироги, встречает гостей, приходят к ней женщины,
садятся каждый со своим делом, кто-то вяжет, кто-то придет, кто-то там что-то еще, вот, значит, хозяйка угощает их чаем из самовара, и в это время они говорят о всех новостях в деревне, например, и поют песни. И вот мы даже сумели снять такие короткие видео зарисовки как раз-таки вот с этих вечерних посиделок, и как-то мы снимали тоже, как они в клубе тоже поют и танцуют. И это все удалось поместить в этот мультимедийный материал. Так что во время чтения и просмотра фотографий там есть 2 видео коротких, как раз-таки вот с этими татарскими песнями. Вот это, ну, это, скорее всего, наверное, даже исключение из правил, да, потому что мы не всегда делаем такой акцент именно на национальностях, потому что нет такой потребности в плане вот именно у этого проекта, потому что мы хотели, в принципе, показать, как экономически развивается, как культурно развивается наша страна, какие есть успехи, достижения и так далее. Вот, перед этим у нас был еще такой замечательный фотопроект, который был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, и мы также находили ветеранов в разных городах нашей страны, и я даже смогла съездить в Киев, вот, и брали тоже интервью у них, они там все рассказывали, все показывали, среди них тоже, конечно, были и киргиз, например, да, Розович Мамралиев, и татары были в этом фотопроекте, поэтому и русские. По поводу русских и татар, так как я выросла все-таки среди русских, я эту культуру тоже считаю своей родной культурой, то есть я очень люблю ее, и литературу, и культуру, и песни, в том числе и народные песни. Мы очень часто с детьми тоже, когда ходим, ездим куда-то, там, в ту же Коломну, которая от нас недалеко, мы обязательно там заходим в церковь, я им объясняю, что есть что, насколько я знаю, опять же, и объясняю, почему, вот, например, они вот, а почему там в исламе тогда нет, у нас нет икон? Я говорю, ну, как бы это вот у нас не принято, да, у нас это считается неправильным. Поэтому вот какими-то мелочами мы отличаемся, а в принципе там Всевышний един, он велик, и все мы под ним ходим. Да. Я благодарю тебя за такой вот тоже экскурс, потому что ты рассказала про проект через вот этот мультимедийный, да, вот формат, жанр, что вот о России рассказывается, и вот Оренбургский платок, и там, по сути, это татарские мастерицы. Вот она мощь России, которая, вопреки вот этим всем достаточно сложным чувствительным периодам, начиная там с середины того же 19 века, да, вот когда вот реформы были в алфавите, когда с арабского вот эти все болезненные, чувствительные, мы видим на сегодняшний день, и благодаря тебе, твоему, будем говорить, участию в этом проекте, вот это вот, знаешь, вот как справедливость, историческая справедливость, вот эта правда, она в любом случае, как вот по весне, да, вот пробивается росток, да, вот все циклично, и я как раз-таки рада отдельно тому, что сегодня же еще праздник Навруз, это такой как бы он объединяющий и тюрков, и вот нашу Среднюю Азию. Да. Персов, да, и когда у меня был такой тоже интересный опыт сделать параллель Масленицы и Наврузы, мы провели в Доме дружбы Ленинградской области такой вот проект, собрали из этнографов и рассказывали, в чем сходство, блин и вот лепешка, вот определенные такие уже моменты, связанные со связью человека с природой, то, конечно же, мы говорим о том, что все в развитии, все циклично, рождение, смерть, весна, зима. И от нас, от каждого, в частности, зависит от того, какие сережечки мы, собственно, вот себя как украсим, да, потому что мне иногда тоже говорят, Катифа, это же не татарский головной убор, почему ты вот как бы... А когда, допустим, колфак где-то вот на мероприятии, а зачем ты колфак, ну зачем ты так? И вот тоже есть такой момент, всем не угодишь, и главное вот идти как
по зову сердца, и Аллах, Он открывает те дороги, и те происходят встречи, которые усиливают, укрепляют и наполняют каждого из нас теми красками, которые должны быть в палитре жизни каждого человека, который следует по зову рода, опять же. Катифа Ханом, спасибо большое, что пригласила меня. Я была очень рада тебя увидеть, с тобой пообщаться, всегда интересно. Позволь мне напоследок еще раз порадовать тебя, спеть тебе под гитару. Правда, давно не пела, не знаю, как получится, но уж как получится. Получится. Мы как раз, смотри, да, начинали с гитары, и сейчас ты тоже исполнишь. Это что за сюрприз? Что будет за композиция? Скажи, пожалуйста. Вот я сейчас... Это очень известная песня, вальс «Акшашак Отабалан», про любовь, естественно. Вот, и я надеюсь, что эта песня тебе тоже понравится. Так, у меня прям захолодели руки. Ладно, прочь волнения. Итак, бисмилла. Акшашак Отабалан, күмелгеш гүлгә ялан. Акшашак Отабалан, күмелгеш гүлгә ялан. Яшь йөрәк еш тибә, искән җилләр миңа сөйгәнең килә дисәм. Яшь йөрәк еш тибә, искән җилләр миңа сөйгәнең килә дисәм. Киле, киле, кил, килеркән мине көтәм. Киле, киле, кил, килеркән мине көтәм. Соңлама кил инде, елмаеп көл инде, сагындым бәгърем сине. Соңлама кил инде, елмаеп көл инде, сагындым бәгърем сине. Сагындым бәгърем сине. Сагындым бәгърем сине. О, дорогая моя, ты бриллиант в моей душе и бриллиант в нашей большой татарской семье. Я благодарю тебя, меня практически, знаешь, прям до слез. Вальс у меня сразу же классические какие-то, знаешь, там вот Шуберт, Шопен какая-то такая, а тут... Два-три раз. Да-да-да. Но это она другая, это другой вальс, и про любовь, весна, жизнь продолжается, и Алга, как я говорю, уже мои друзья, да, Алга, да, да. Ну что ж, я благодарю тебя, что ты подарила этот час для нашего портала, для Питер Татар и всех, кто у нас сегодня и смотрел, и будет смотреть. Как говорится, до новых встреч. Да, тебе баракята, здоровья, изобилия и всего самого наилучшего и твоей семье, твоим деткам, потому что как в тебе уживается и ты, и мама, и профессионально еще поешь, успеваешь культурные жизни наполнять и смыслами жизнь и семьи, и меня еще прокачивать, буду так образовывать. Поэтому я тебя благодарю от всего сердца, дорогая моя. И да, единственное, я тебя не слышу, что-то, видимо, случилось со звуком. Большое. Ага, вот сейчас слышно. Я тоже от всего сердца благодарю тебя, тоже вам желаю успехов, уңышлар, саулык, тазалык, чтобы у вас и силы были, и много-много вдохновения, илхам, да, чтобы вас всегда посещал, чтобы интересные были собеседники, чтобы ваши труды тоже вот распространялись на очень-очень многих, и чтобы также вдохновляли и других тоже. Аминь, аминь. Ну что ж, уважаемые подписчики и зрители канала Питер Татар, с нами сегодня была Юлия Азифовна Насреддинова. Мы благодарим ее за участие в этом эфире сегодня в праздник Навруз, 21 марта. Жизнь продолжается, и всем пробуждения, весеннего настроения и любви. До новых встреч. Прощаемся с